В дверь кто-то постучал. Ой, а почему стало темно? Яркий свет для этого спектакля не нужен. Сказку можно почувствовать. Действие происходит в полумраке. Используется техника театра теней, а также различные звуки и запахи. Подобный опыт есть в России и Европе. Однако актеры нашего театра решили отступиться от традиционного формата. Зрителям не завязывают глаза. Воздействие идет сразу на 6 чувств. Мы пытаемся соединить и какие-то видимые объекты, и ощущения, и запахи, и звуки. То есть такой вот у нас эксперимент. Спектакль по мотивам сказок Туви Янсен носит название «Тот, который любил тишину» и создан в формате синестезия. Так называется редкое явление, при котором можно попробовать запах на вкус, увидеть музыку или услышать определенные движения. Вообще название оно такое, да, это такой термин нейрофизиологический даже. Вот, это когда, например, звук вызывает визуальное ощущение цвета какого-то. Ну, вот такое может быть вообще? Да, такие люди есть, они очень редкие, синестетики. Возможно, кто-то из наших зрителей окажется синестетиком. Главный герой принимает решение оставить работу в парке аттракционов и уйти на пенсию, полагая, что одиночество – это единственное, что ему необходимо. Однако, лишь потеряв все, он начинает ценить свое место в обществе. Понять мораль сказки гораздо проще, когда сам оказываешься в ней. Мы первый раз пришли на такой спектакль. Вот, нам очень понравилось. Это запахи. Мы очутились в лесу, были травы, запах травы, земли. Очень необычно. Трава как настоящий, запах как настоящий. И мне очень понравилось. Необычно, очень понравилось. Не ожидали, что будет такой эффект. Ребенку тоже понравилось. После спектакля зрителей ждал мастер-класс по контактному массажу от преподавателя восточных практик Вячеслава Умпелева. Он объяснил, как прикосновения могут влиять на самочувствие и настроение, и предложил родителям и детям попрактиковаться друг на друге. В рамках проекта «Куку Project» в театре планируется еще много необычных постановок. В частности, в преддверии Нового года состоится спектакль «Морозко», который рассчитан на самых маленьких зрителей – до 3 лет. Алексей Медведев, Рамзиль Мигранов, Россия, культура, Башкортостан.